Вечером Москва замерла. Имя Константина Эрнста всплыло в самых тревожных сводках. То, что еще утром казалось слухом, к ночи обрело очертания холодной реальности. Говорят, решение приняли молниеносно, без привычных пауз, и именно это напугало сильнее всего. В кулуарах шепчутся: такая тишина перед бурей редко бывает случайной. Еще каких-то 2 дня назад комитет Никиты Михалкова громко требовал резких шагов и немедленных выводов. Тогда это выглядело как очередной жест давления, но сегодня пазл сложился иначе. Источники намекают, сигналы шли давно, просто их не хотели замечать. В таких историях всегда есть момент, когда дверь захлопывается внезапно. По последним данным, Константин Эрнст оказался в так называемой пресс-хате. Место с особой репутацией, где разговоры идут не по сценарию, и молчание стоит дороже слов. Там умеют задавать вопросы так, что ответы всплывают сами. Слишком много совпадений, слишком аккуратно выстроенная цепочка событий, и все же финал пока не мрачный, а скорее тревожно-ожидательный. Вокруг истории уже расцветают версии, слухи и догадки, а истина, как всегда, где-то посередине. Возможно, впереди громкие признания, а возможно, неожиданный поворот, после которого все заиграет новыми красками. Цветочки этой истории только начинают распускаться.